Исполняя всеми полюбившуюся композицию, симфонический оркестр будто играет на струнах души. Открытие обновленного музея Чеченской Республики собрало немало гостей. Находясь еще в фойе, каждый из них испытывает восторг и неподдельные эмоции. Мы в такой эйфории находимся. Не только музейные работники, но и театральные работники. И мы очень ждали, с нетерпением ждали открытия музея Чеченской Республики после реновации. Это большое событие не только для деятелей культуры, это событие для всего нашего народа, для нашего будущего поколения, для настоящего подрастающего поколения. И то, что вот такие преобразования происходят с приходом нового министра Айшат Рамзановны Кадыровой, это, знаете, еще дает такой импульс и нам стимул, что все впереди. Мне очень приятно, что я сегодня приглашена на такое открытие. Реально очень красивый музей, очень много красивых выставленных композиций, экспонатов. Очень приятно встретил нас оркестр симфонический Рейсхел Айшат, что вот создает такие условия, чтобы молодежь могла просвещаться и получать хоть какое-то эстетическое удовольствие в Грозном. Это очень здорово. Главным гостем торжественного открытия стал глава Чеченской Республики. Он приехал на мероприятие вместе с семьей. Вдохнуть в новую жизнь в деятельность главного музея стало возможным благодаря министру культуры Айшат Кадыровой. Реконструкция и ребрендинг здания были проведены благодаря ее активному участию и поддержке. Сохраняя все свои традиции, бережно, по крупинкам собирая всю историю, наш музей смело идет в свое будущее. Как говорил мой дедушка, первый президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров, без культуры нет нации. То, что вы сегодня увидите, это только начало, работа будет продолжаться. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этом празднике. А самому музею желаю ярких мероприятий и много посетителей. Глава Чеченской Республики поблагодарил Айшат Кадырову и всех, кто принимал участие в обновлении музея. Дорогие друзья, гости, сегодня большой праздник для всех ценителей искусства. Впервые в республике будут представлены возвращенные шедевры коллекции Чеченского музея, а также работы старых мастеров. Наш первый президент, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, завещал нам сохранять и приумножать вековые достояния чеченского народа. Сегодня наш народ стал свидетелем, как впервые за десятки лет в республику вернулись культурные, исторические предметы, картины, скульптуры. Особый интерес вызывает реставрация специалистами картины Ренены Шамиля, которая должна вернуться в коллекцию музея в следующем году. Мне очень приятно, что выставка лучших и самых ценных предметов из коллекции Музея Чеченской Республики проходит в полностью обновленном здании. Уверен, что Музей Чеченской Республики будет привлекать все больше людей со всей страны, чтобы глубже познакомиться с богатой историей и культурой нашего народа. Я хочу поблагодарить министра культуры Чеченской Республики Айшат Кадырову за кропотливый труд в реализации данного проекта, а также каждого, кто принимал участие в реставрации музея и его экспонатов. Почетные грамоты и благодарственные письма из рук главы региона получили специалисты, принявшие участие в реконструкции музея. Генеральный директор ООО «Мегастрой Инвест». Новая страница в истории музея началась с уникальной выставки «Сквозь призму времен». Это первый проект, реализованный с помощью новых форм экспонирования. Выставка посвящена избранным предметам из фондов Музея Чеченской Республики. Здесь у нас новые формы экспонирования и рассказа зрителям о произведениях. Да, это тексты, это фотографии. Музей приобрел масштабные изменения. Произошла перепланировка внутреннего пространства. Это касается экспозиционных залов и входной зоны. Также внедрены дизайнерские решения с использованием новых материалов. Каждый уголок этого музея поражает своей красотой. Экспонаты здесь из самых разных времен. К примеру, это керамическая посуда эпохи позднего Средневековья. Этот кувшин с зеленой поливой был наиболее выразительным элементом традиции гончарного производства мастеров времен Золотой Орды и нашествия Тамерлана. Полноценно ознакомиться с экспонатами и более детально узнать о них можно с помощью инфографики и тачскринов. Делам хаштот шуар алхиет штон, духнах цецбюр штон, и тут вабокш
دقوق عند بابنا وتاع نو زمان دون سبتي يرزينا قرمز يدو سا بقولش دون دقة بلغش بنش ركودي تلو سنة كرت درك حلقة داقش دون بابا يولي اليو عيشات رمضان да, Современно оформленное пространство станет культурным центром, где зрители всех поколений не только получат незабываемые впечатления, но и смогут приобрести книги и сувениры, обсудить увиденное в арт-кафе. Мы ведем переговоры со многими музеями и готовим планы выставок на ближайшие годы. Музей будет показывать не только экспонаты, проводить выставочную, образовательную деятельность. Он станет мультикультурной организацией. Наша выставка «Музей Чеченской Республики сквозь призму времен» пройдет до конца февраля. Обязательно успейте посетить ее вместе с семьей и родными. Скоро в собрание музея вернутся и другие произведения. В центральных залах будут реализованы новые яркие выставочные проекты. Они продолжат славную историю музея. Абдулла Батаев, Имран Абазаев, Джабраил Синеев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя.